Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Мой спорт». В данный момент мы сейчас находимся во Дворце спорта 50 лет Победы, где проходит чемпионат по вольной борьбе памяти Николая Николаевича Тарского. Я только что выиграл чемпионат России впервые среди взрослых, поэтому я рад, что я выиграл. Седьмой чемпионат по вольной борьбе на памяти Николая Тарского. Рекордное количество участников из 19 районов, 204 участника. И в протяжении 2 дней схватки очень интересные. Борцы показали свое мастерство. И вот в результате город Якут занял 1 место, Чарапча 2 и Меганы Канганский 3 место. И очень хорошо выступила команда Среднеколымского района, которая чуть-чуть проиграла в борьбе за 3 место в командном зачете. Вперед нас дали молодежь, это наши воспитанники. Степан Царков чемпионом стал. И очень отрадно отметить, что весе 74 килограмма пацан 17 лет Коля Алексеев занял 3 место. А остальным боролись. Третий раз чемпионом стал у нас Антон Иванов. И наконец-то звание чемпиона завоевал Байрукой. И наша дружная команда заняла 1 место. В прошлом году наша команда 4 место заняла через дело Чарапча. В этом году передали.
Дорогие телезрители, сейчас мы находимся в спортивном зале сельхозтехникума, где проходят соревнования по метанию аркана и прыжки через нарты. Здесь участвует с команды города Якутска, Северо-Восточного федерального университета, из Черепчинского государственного института физкультуры и спорта, и Намская улуса, и Нагинского улуса. Количество участников где-то 20 участников. Сейчас уже проводили первый вид соревнования, это метание аркана на хоре. По первому виду выиграл Ханов Руслан, команда Северо-Восточного федерального университета. Второе место Иванов Николай из города Якутска. И третье место Черноградский Петр из Черепчи. Метание аркана это делается из шкуры оленя, но спортивные ограничения должен быть 30 метров длиной. А метает из 15 метров мужчины, а женщина метает из 12 метров. Прыжки через нарты это самый сложный вид из 5 видов северного многоборья. Там вот развивается силовая выносливость. Рекорд Республики Саха-Якутия по прыжкам через нарты 840 нарт. А вот по метанию аркана рекорд республики 36 попаданий. И занимайтесь северным многоборьем. Ребята, тренируйтесь и будете сильными, выносливыми, ловкими, красивыми. Весь этот стадион назначен для проведения легкоатлетических видов спорта. Здесь будет проводиться бег, здесь имеются дорожки длиной 200 метров, по второму этажу дорожка на 400 метров, также будет здесь прямая дорожка на 60 метров. Имеется два сектора, сектор прыжков в длину, потом сектор прыжков в высоту, в шестом и прыжки просто в высоту. Здесь на этом стадионе будут проводиться игры «Дети Азии», будут проводиться все эти мероприятия, соревнования, а также будет проходить международный форум «Россия спортивная держава». В декабре 2011 года с моими коллегами подготовили команду по Хамур Хапсагаю, который проходил в цирке, где мы заняли первое место. Мы рады, что выступили и выиграли первое место, да? Где я сам являлся тренером, и ребята меня не подвели. Занимаюсь спортивной работой на заводе уже как 20 лет. После пуска завода коллектив
был сформирован в количестве где-то 1000 человек, и требовалось как-то людей занимать. Потихонечку начали появляться активные люди. Начали мы все с рыбалки, самое простое и доступное для людей. Футбол, который до сих пор у нас и самый очень развит. И уже больше 15 лет наша команда постоянно участвует в соревнованиях, в городских, по мини-футболу. Играла в большой даже футбол. Также у нас очень шоу развито. Тоже начиналось с того, что несколько активных ребят, искра загорелась и пошло-поехало. Также у нас очень хорошо культивируется волейбол. У нас есть волейбольная команда, которая участвует в соревнованиях, правда, внутристроительных. Также на заводе на сегодняшний день у нас очень, благодаря активности людей, появились такие виды спорта, как спортинг, как бильярд. Все это не на пустом месте, все благодаря огромной поддержке генерального директора нашего Александра Берша, заместителя генерального Татьяны Антипкиной, а также председателя правкома. У нас никаких проблем ни с чем нету, и поэтому все у нас, все наши инициативы по спортивным делам поддерживаются и поощряются. И это просто вдохновляет и придает силы для дальнейшего развития возможных для наших условий видов спорта. На сегодняшний день наш завод выступает спонсором Детей Азии, которые состоятся в июне этого года. Ну и спортсменам пожелать удачи. Мастерство растет от частых выступлений в соревнованиях. Успехов всем. И вам также, дорогие телезрители. Ты болеешь за развитие спорта в Якутии? Прими участие в благотворительной лотерее «Дети Азии». Призовой фонд 15 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на поддержку детского спорта и на проведение игр «Дети Азии». Купи билет, поддержи юных спортсменов республики и выиграй квартиру. Компания «Сахакарт» является нашим стратегическим партнером, и в рамках договоренности мы уже начали распространять карточки. Молодые специалисты республики выбирают Сахакарт. Приобретайте, пользуйтесь, экономьте. Студенческая карта Сахакарт – это круто. Это выгодно. Сахакарт везде работает. Сахакарт – это удобно. Мы выбираем Сахакарт.